Прилузия – территория здорового образа жизни. Именно так сегодня себя позиционирует самый южный муниципалитет Коми. Во Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечают 7 апреля, в Объячево стартовал первый районный медицинский форум. Вопросы профилактики, диагностики и лечения самых распространенных заболеваний местные активисты обсудили вместе с руководителем регионального Минздрава. Правда, одними обсуждениями дело не закончилось. Для сельчан провели гимнастику и устроили танцевальный мастер-класс. День здоровья отмечали сегодня во всех городах и районах республики. Виктория Палкина продолжит. Это весы, которые показывают состав жира в теле. То есть они показывают висцеральный жир, это жир вокруг внутренних органов, и общее процентное соотношение жира в теле. Для того, чтобы взвеситься, нам нужно забить параметры, то есть это рост и ваш возраст. Вот так холл Дома дружбы народов на один день стал медицинским кабинетом. Узнать индекс массы тела, цифры своего давления, а главное – на месте получить рекомендации от врачей. Из года в год медики говорят одни вещи – больше фруктов и движения, меньше стресса и пагубных привычек. Курение, да, это самая ужасная привычка, да, очень плохой фактор, от которого, конечно, нужно всем избавляться, или ликвидировать эту вредную привычку, так скажем. Вот. И курение может забрать 10-20 лет жизни. В соседнем кабинете развернулся спор по диспансеризации. Многие жители Коми уверены в том, что это только трата времени. Медики настаивают, именно такие профилактические осмотры помогают выявить опасные заболевания, о которых пациенты даже не догадываются. Когда нет клиники, понимаете? То есть человек работает, энергичный, ходит, у него все хорошо, он не думает ни о чем. Каждый пятый житель Коми страдает от избыточной массы тела. Каждый седьмой не проходит минимальные для здоровья 10 тысяч шагов в день. Каждый 10-й имеет вредные привычки. Вот результаты последней массовой диспансеризации. Из-за ковидных ограничений этот вид профилактических осмотров ушел в тень. И только с середины февраля такие приемы возобновили. Но только жители Коми пока не особо торопятся узнать о своем здоровье. Создан такой перечень скринингов, таких исследований, которые позволяют исключить только онкологии 7 видов рака, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые хронические заболевания легких, сахарный диабет. И вот ради этого, если человек понимает, что потратив какой-то период своего времени, он исключит тяжелейшие болезни, которые на сегодняшний день являются первыми причиной смертности, даже в период ковида. Углубленная диспансеризация для тех, кто перенес ковид, позволила выявить серьезные осложнения у каждого третьего пациента. Есть и приятный бонус для тех, кто дорожит своим временем. Обследование можно пройти в рабочий день и получить отгул. А если еще и предпенсионный возраст, то 2 оплачиваемых дня. Виктория Палкина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.